Телевидение стало неотъемлемой частью жизни современного человека. Наш канал вещает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Сотрудники НТРК Ингушетия готовят материалы самого разного характера, начиная с выпусков новостей и заканчивая детско-молодежными программами. Ну а наряду с телевидением в наши дни популярность набирают и интернет-ресурсы, в частности социальные сети. И здесь наш телеканал тоже не отстает от современных стандартов и идет в ногу со временем. Все программы и анонсы сотрудники креативного отдела НТРК выкладывают в соцсети и держат зрителей в курсе событий. О работе самого креативного отдела национального телеканала сюжет Ирины Тичоевой. Поваленные деревья, снесенные крыши, сильный ветер в некоторых районах республики. Не успели жители региона проснуться, как съемочная группа НТРК Ингушетия подготовила об этом репортаж. А креативный отдел телевидения успел выложить этот новостной сюжет на YouTube. Результат – 1000 просмотров. Недавно мы закинули последствия ураганного ветра, который прошел по республике. Уже посмотрело 4500 человек, и 83,3% именно поставили лайки этому видео, потому что им нравится получать именно быстро, интересно, достоверную информацию. Здесь важна оперативность, ведь загружать видеоматериалы и вести блог в интернете – целое искусство. НТРК Ингушетия сегодня представила свой продукт во всех известных российских и зарубежных соцсетях, таких как Instagram, Facebook, ВКонтакте. Приоритет мы отдаем тем новостям, которые, на наш взгляд, будут важны для жителей нашего региона. Вот, к примеру, сегодня я посчитала нужным, выложить вот такие видео. Сейчас широко очень обсуждается ситуация, инцидент, произошедший с выходцами из Узбекистана. И, естественно, этому посвящено очень много мероприятий, есть комментарии. Этому событию тоже мы посвятили 2 новости. Все группы телеканалов в соцсетях ведет креативный отдел. В него входит несколько подразделений. Они вплотную взаимодействуют и с отделом программного выпуска, который, как только получают интересную информацию, сразу делятся с ними. Особой популярностью среди телезрителей канала пользуется страница НТРК Ингушетия в Инстаграме. 10,9 тысяч подписчиков, более 1000 загруженных материалов. Впрочем, выкладывают на страничку анонсы и будущих передач. Так как большинство людей на сегодняшний день сидят в Инстаграм, эта социальная сеть очень широко популярна, мы, конечно же, стараемся в основном тоже и пополнять именно эту социальную сеть, именно нашу страницу, но мы стараемся быть немножко, отличаться от других страниц, от других пабликов. Мы стараемся не политизировать нашу страницу. Конечно же, там есть и политические новости, много интересного, но судя по комментариям, и судя по просмотрам наших пользователей, наших подписчиков, им важна жизнь за кадром. Пожалуй, больше всего просмотров на канале YouTube, который обновляется интересными передачами. Ежедневно сюда выкладывают как студийные программы, так и новостные репортажи. Об интересе интернет-пользователей можно судить по количеству лайков и подписчиков канала, а их бывает достаточно. В YouTube работать довольно тяжело, потому что политика Google относительно авторских прав очень жестокая, и доказывать постоянно Google, что мы имеем авторские права, что у нас есть лицензионные соглашения на использование той или иной аудиовизуальной продукции, довольно тяжело, но мы стараемся, у нас вроде бы это получается. И на сегодняшний день довольно большими темпами подписчики на нас подписываются. Людям интересно, и на сайт заходят, и на каналы наши заходят, и на страницы. Корреспонденты НТРК Ингушетия всегда рассказывают о достижениях региона, о героических людях и о том, что действительно важно знать. Для того, чтобы всегда оставаться в курсе полезной, интересной информации и знать, что происходит в родной Ингушетии, обязательно подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Ирина Тичоева, Адам Далаков, Новости 24.